Уважаемые коллеги, во-первых, я вас прошу подойти потом, там где регистрация, и мы с братом подготовили для вас подарок, состоящий вот из этой книги «Макроэкономические и демографические показатели России. Как мы отстали». И там еще есть одна брошюрка, еще для всех приготовлена. К сожалению, не сделали сразу, но, в общем, вы подойдите, пожалуйста. И, кроме того, Юрий Михайлович Воронин также распространяет свою книжку. Теперь я не могу сидя, я все-таки лектор, позвольте мне так уж. Ну, в общем, ситуация, я хочу сказать, гораздо хуже, чем вот тот спокойный ум, который мы здесь сейчас выбрали. Я бы должен даже, знаете, сказать, что вообще-то говоря, с точки зрения экономической, отечество в опасности. Но вот в разы мы отстаем от темпов роста. В разы, не 15-20%. Вот это все это в разы получается. И главный мой ВВП меньше, чем в Турции, в Португалии. Ну, в общем-то, в тех странах, к которым мы всегда сверху относились, какие-то турки. И это отставание в ближайшие годы при нынешней политике будет увеличиваться. Ну и, в общем, это создает угрозы для нашей устойчивости. Но еще обращаю внимание в связи с войной. Если во Второй мировой войне против нас было, на нашей стороне было 500 миллионов человек, США, Великобритания, то сейчас, на Гитлера работали 300 миллионов человек, то сейчас миллиард против нас 150 миллионов с белорусами. Поэтому, вообще говоря, это все очень серьезно. И какие же корни нашей беды? Нет роста инвестиций. Нет роста инвестиций, не будет роста экономики. Но это же очевидно. Это всегда Абел Гезович Аганбегян всегда с этого начинает свои доклады. И доля ВВП на инвестиции у нас в 1,5 раза меньше, чем в более-менее приличных странах. В 1,5 раза. И самое ужасное, вот то следствие, о которых мы здесь говорили, что и отдача от рубля на ВВП от этих инвестиций в 1,5 раза меньше. И это все, в общем, неэффективность нашего государства, правительства, президента и вообще нашего народа. Неквалифицированный стал наш народ. Ну и вот какие же еще один важный корень, который тоже здесь упоминали. На образование, здравоохранение, науку, культуру в долях ВВП в 2 раза меньше. Ну и это 30 лет. И это 30 лет это творится, и никак не сдвинешь их. Сейчас вот, Андрей Николаевич, на науку было 1,1, сейчас 0,9. Ну, в общем-то, разница вроде бы небольшая, выдержим. Но в результате что мы получаем? В результате, что у нас образование народа упало, деградировало. Вот я предлагаю Оксане Генриховне поспрашивать в Санкт-Петербурге у 30-летних инженеров, которые инженеры, где находится Балтийское море. А я работаю на мехмате, я знаю, к нам приходят самые талантливые математики. Мы их должны школьную математику у самых талантливых людей подготовить. В 3 раза у нас сократилось научных работников, и мы на 29-м месте по числу научных работников на душу населения. И только 10% защищает диссертации. Вот, да. И второе следствие всего этой беды, у нас самая высокая смертность. Самая высокая смертность в России, в Европе. И самый большой прирост во время пандемии. Вот посмотрите, это график, вот у нас смертность. Ну вот видите, к 2019 году как-то устаканилось, вот в 2003 году я всегда говорил о том, что все-таки благодаря Путину пришел к власти, все-таки здравоохранение как-то начали крепить, и видите, смертность стала падать, но к 2019 году она истощилась. Падение, ну то еще ударил ковид. Ну, в общем, мы выйдем. Теперь вот обратите внимание, недавно на правительстве вице-премьер заявила, что у нас на 25% упала смертность в 2022 году. Что правда, но она на 100 тысяч больше, чем было в 2019 году. Еще эти остаточные явления. А вот смертность в Европе. Видите, насколько она меньше? И смертность в Советском Союзе, в России. Она тоже меньше. Мы теперь на 200 тысяч людей теряем больше, чем при советской власти, Россия. И на 400 тысяч больше, чем по нормам Европы. Поэтому вообще это опасно. Ну и вот рождаемость, вот посмотрите, как все-таки она у нас росла. Вот до 13, до 14, 15 годов. А потом, смотрите, резко стала падать. И рождаемость на треть упала. И самое ужасное, что мы сейчас, естественный убыль населения, то есть смертей больше, на 600 тысяч человек. На 600 тысяч человек умирает больше, чем рождается. И за 3 года
у нас естественный убыль населения 2,3 миллиона. Вы можете себе представить, за 3 года 2,3 миллиона россиян стало меньше. Если, конечно, не считать прибыль за счет новых территорий. Вот что, в каком состоянии. Поэтому Отечество в опасности. И мы выходим скоро на падение 750 тысяч. И это будет. 750 тысяч в год мы будем терять ежегодно свое население. И вот посмотрите, в трудоспособном возрасте, ну ладно, старики умирают, да? Но так в трудоспособном возрасте в 3 раза больше у мужчин теряют. И на 119 месте мы по показателям здоровья населения. Что делать? Конечно, инвестиции. Обязательно инвестиции. Ну, нужно расти. Как это нужно сделать? Ну, конечно, нужно налоги. У нас все налоги сделаны так, чтобы помешать вложению инвестиций. И льготы для инвестирования должны быть. Льготы! И кроме того, конечно, нужно, чтобы часть налогов перекладывать с бизнеса снимать нужно налоги. Перекладывать на большие доходы частных лиц. И это шаг за шагом это нужно делать, если не сделаем, ничего не будет. Спрос. Конечно, спрос должен быть. Обязательно, если мы предполагаем, что это рост, должен спрос. А спрос это что такое? Это зарплата. Это зарплата вот тех 90%, 95% населения, и она должна быть не 0,3, а 0,5, 0,6, и по этапам расти. Иначе тоже ничего не будет. Ну и, конечно, балансы. У нас страшно все разбалансировано. Ну вот, во-первых, там распределение доходов и так далее, и так далее. Я вам примеры просто этих балансов покажу. О том, что вот часто говорится о том, что ну, нужно правильно. Деньги мы даем людям, если увеличиваем, то это должно, конечно, компенсироваться с товарами народного потребления. Иначе это все в инфляцию. Это совершенно верно. И рассуждают там наверху в правительстве. Но все-таки Людвиг Эрхард сказал, что покупательский спрос, то есть должны опережать умеренно производственные возможности. Ну и, конечно, финансовая система. Но если у вас банковский курс там, сколько там сейчас там, но не будет это инвестироваться. Мы призываем, у нас президент призывает инвестируйте, инвестируйте, а как же свои средства, которые находятся в распоряжении, они не могут быть инвестированы. Даже и поэтому, конечно, контроль за вывозом капитала, о котором здесь говорилось, конечно, нужно и думать о том, чтобы доходы госбанков, всякие с финансовой спекуляциями не шли в доход банкиров. Только за счет спецпроектов. Все эти госбанки должны обязательно только зарабатывать себе средства только за то, что они успешно финансируют какие-то специальные проекты. А что такое спецпроект? Спецпроект это отобрать надо, найти этих людей нужно и им доверить, потому что если просто так, то все растащат, разворуют, конечно. Но и в этом суть деятельности госбанков должна быть. Только за это они должны получать ордена, медали и свои доходы. И, конечно, должно быть обязательно вот про эти спецкредиты, если ты нарушил, потратил на джип и так далее, то тебя должны наказать обязательно. Это обязательно должно быть сделано. Ну и, конечно, эффективность. Эффективность, вот которой 2,5 рубля у нас на 1 рубль отдача, но она должна вырасти по европейским нормам. Ну а это, конечно, нужно учить народ. Учить народ и сейчас это колоссальная проблема, потому что нет профессоров, литейщиков, станкостроителей, инженеров, конструкторов. Нету их уже. Нет, все. В конце 20-х годов, когда приступили к индустриализации, были царские профессора. Их не успели еще уничтожить, разогнать и так далее. А сейчас все они вымерли и разошлись. Поэтому это серьезнейшая проблема. Ну и, конечно, баланс. Бензин. Вот пример бензина у нас. Вот приходят и говорят, что у нас бензин дешевле. Делят на банковский курс дешевле. Да нет же. У нас по паритету покупательной способности, это по отношению к зарплате, по отношению к хлебу, по отношению ко всем товарам. Он у нас в 2 раза с лишним дороже, чем в Соединенных Штатах Америки. Ну и поэтому, конечно, нужно. И из-за чего? Потому что 60% стоимости бензина, который мы покупаем, это государственные сборы. Поэтому с внутренних потребления, а на внутреннее потребление идет только четверть нефти. Четверть только, а 3/4 мы вывозим. Поэтому хотя бы, чтобы внутреннюю цену, нужно только вот с этой 3/4 снизить государственные поборы, переложить их на экспортную часть. И это, конечно, нужно баланс и считать нужно делать. Но если мы не понизим стоимость топлива, у нас не будет транспорта развиваться, авиации. В авиационном билете 60% стоимости это топливо. Поэтому, конечно, ну ладно,
с нас. Мы готовы платить, которые на автомобиле ездят. Но с производственной части топлива, конечно, цена должна быть существенно, в 2 раза, в конце концов, снижена. В 2 раза, а не на 15%. Ну вот, что тут еще? Ну, конечно, я сказал, что потеря налогов, вот, например, если мы на 10 рублей снизим цену на бензин на внутренний, то на экспортную часть нефти повысится $7 за баррель. И это реально, это, в общем, можно это все сделать. То же самое и про удобрение, и про все остальное сырье. Ну и про электричество. Мы на электричество, на ВВП, в долях ВВП тратим на 15% больше, чем Соединенные Штаты. 15-20%, но изношенное оборудование и так далее. А в цене в 2 раза больше платим. Ну электроэнергия, это же тоже, это все тормоз развития бизнеса, промышленности, экономики. Если это не сделаем, мы будем падать и потеряем, в конце концов, лет через 10, может быть, даже и раньше, свое отечество. Это все очень серьезно. Ну и, конечно, нужно снижать цены и за счет паразитических издержек, не только государственных сборов, и потерь от неэффективного менеджмента. Нужно контролировать нефтяные компании, энергетические компании. Смотреть за их цены, потому что за эти цены платит весь наш народ. Теперь, ну вот, да, коллеги, запомните этот баланс. Везде, во всех странах, в которых я бывал, я во многих странах бывал, минимальная зарплата. Какая должна быть минимальная зарплата по отношению к топливу? 1000 литров бензина. Ну где-то 800, где-то 900, в Америке даже 2000. Но не 250, как у нас. Вот, пожалуйста, этот страшный дисбаланс. Это тоже ведет наше отечество к потере устойчивости. Это произойдет. Ну и, конечно, между цена килограмм простого хлеба, вот производитель произведет товар, простой товар, который мы покупаем, вот за хлеб. Везде он 3 литра бензина купит, а у нас сколько литров? Вот вам следствие, когда это сильнейший тормоз. Ну и, конечно, должно быть какое-то планирование. Я ни разу не видел, чтобы правительство говорило, вот мы такой-такой план. Обязательно должно быть индикативное планирование, в которое инвестиционный план, социально-экономического роста план, освоение новых технологий. Четко должно быть сказано, какие технологии, а это у нас сейчас, мы все технологии потеряли по производству деталей. Литейного производства нет литейщиков, нет станкостроителей. Мы станки, которые собираем это из готовых деталей. Россия не может производить детали. Она только собирает, покупает и собирает. Все, автомобиль не можем до конца произвести. Поэтому все это очень серьезно. Ну и, конечно, мы должны признать, и это нормально в культурном обществе, что нынешнее правительство не способно это все реализовать. К сожалению, это так. Я не называю никаких держений. Ни в коем случае. Вот наш форум, он должен постепенно объяснять нашему народу. В конце концов, это дойдет и до руководителей. Обязательно. Но ни в коем случае никакие там революционные изменения. Ну вот доля ВВП, что же нужно? Доля ВВП должна вырасти на науку. Дальше, восстановление рамок. Но это же вредительство. Взять академические институты и передать их чиновникам. Вы видели, какие чиновники работают в Министерстве образования и науки? Это просто смешно и грустно. Я вот это, на этом испытываю. Как был директором института океанологии, вот сейчас как научный руководитель, это министерство не способно руководить ни университетами, потому что, в старое время все-таки был Госкомитет по науке, Министерство высшего образования, но его возглавляли академики, крупнейшие профессора, а не кандидаты юридических наук. Это беда, которая, конечно, должна быть исправлена. Ну и, конечно, нужно обязательно корпорации. Обязательно иметь научно-исследовательский проектный институт. Обязательно. Ну и эти институты должны принимать активное участие в принятии решений, технологических решений. Ну вот здесь я уж не буду говорить, вы все это прочитаете. Смена кадровой политики. Ну и, конечно, экономического порядка. Это обязательно. Ну и последний слайд. И, к сожалению, этот слайд очень актуален для нас. Миру угрожают идиоты. Идиоты во всем мире. В Америке, в Европе. Это так, уровень государственных деятелей во всем мире, в европейском мире, европейской цивилизации, страшно упал. Страшно упал.
Но и у нас он страшно упал. Вот. Самое главное. Оказывается, Александр Васильевич Суворов даже это говорит, что для отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороне, а во внутренних идиотах. Вот надо это преодолеть.